Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вот, дорогие братья, настала последняя неделя из месяца Рамадан. Пусть Аллах нам даст силу и воли, чтобы мы не отчаивались от милости Аллаха, от прощения Аллаха и не сдавались шайтану и нафсу. Чтобы дай Аллах нам помощь побеждать себя. Еще, альхамдулиллах, время есть. Как мы знаем, Аллах принимает тауба до последнего. Альхамдулиллах. У нас сегодня пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Вечером тоже таравих, иншаллах, будет. Вторник у нас 4 числа будет. А понедельник посмотрит, иншаллах. Если луна видно будет, вторник объявит байрам. Но вероятности мало, что луна видно будет. Поэтому, иншаллах, в среду 5 числа, иншаллах, будет Ораза байрам. На нашем теме сегодня, иншаллах, мы поднимем такие вопросы. Как закат отдавать, кому отдавать? И когда отдавать? И ночь, как многие говорят, большую ночь, вот к кладбищу ходить, это обязательно, или можно не ходить, можно другие дни ходить. Об этом тоже, иншаллах, подробно расскажем. Дорогие братья, байрам намаз, это приходит до следующей недели. Получается, у нас в среду байрам намаз будет. Поэтому мы должны уже готовиться на байрам намаз. Как готовиться на байрам намаз? В первую очередь, самое главное, это отдавать закат. Закат за ураза байрам. Закатуль фитр это называется. Кто его не отдает вовремя, он много чего может потерять. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: закатуль фитри тухратуль лиссаими миналь лауи вар рафаси. Отдавать закат – это для него очищение, для постящего человека от пустословия и ненужные грешные слова, которые он выразился, очищает от всего этого. Видите, милость Аллаха настолько велика, 2,5 килограмма закат отдаешь, это, говорит, очищает, говорит. Хоть ты не успел нормально попросить Аллаха прощения, Аллах тебе последний шанс дает, хоть это дело я тебе прощаю, говорит. Очищай свои недостатки. Еще польза заката пророк, алейхиссалату вассалам, перечисляет: «Вату'мату лиль масакин». Она еда для бедных людей, говорит. Когда ты закат отдаешь, все люди, чтобы были радостны этот день, чтобы не было бедные люди грустные, чтобы не было, чтобы у них кушать или обрадовать детей. Поэтому закат надо отдавать до намаза, до праздничного намаза. «Фаман аддаха кабля салат». Кто отдаст закат, пока имам не совершит байрам намаз, «фахия садакатум макбуля». Это садака считается принятым перед Аллахом. То есть это очистит его от недостатков, которые было у него в месяц Рамадан, от пустословия и такие подобные слова. Очистит. А если он, «ваман аддаха ба'да салат», он отвлекся, не обращал особого внимания, что надо его отдавать до намаза, байрам намаза. Если в среду утром, если 7 часов совершит намаз, он не успеет отдать. Поэтому 2 дня назад, понедельник, вторник, четверг, вот эти дни уже можно отдавать. Как месяц настало, первый день Рамадан, уже можно отдавать закат. Но намерение должен делать спешным видом. Вот я, Аллах, заранее отдаю то, что на меня обязано. Вот так он должен добавлять. А когда обязательным бывает закат отдавать, это последняя ночь из месяца Рамадан. Уже таравих не совершаем, объявили, сегодня таравих нету, значит уже закат, уже надо заботиться в первую очередь о чем? О закате. Нельзя там забывать, на что-то готовиться другое. В первую очередь заниматься на закатом. Куда отдать, кому отдать, куда отвести. Об этом заботиться должен каждый мусульман, потому что это играет большую роль для целого месяца Рамадана. «Оман аддаха ба'да салат». Хорошо, человек не отдал закат, пока
не совершили байрам намаз. Это что он должен делать? Фахия садакату минас садакат. Это для него просто как обычный садака. Но это не очищает его недостатков, который было его в месяц Рамазан. Просто садака будет. Но остается на его шее, он должен это отдавать. По-любому он должен отдавать, но сила садака, который закат, уже сила такой нету. Закат отдавать обязательно за всех членов семьи, который родился в ночь, даже вот эту последнюю ночь он родился, за него закат уже отдавать. Маленькие, большие, у кого есть достаток, у кого нету, за всех обязательно. Здесь не смотрится, у него для закат отдавать там 200 тысяч есть или нет, не смотрится. Здесь смотрится. На один день есть у него кушать что-то, хватает на сутки. Если сутка и больше есть чуть-чуть, он должен закат отдавать. А если нету, на один сутки тоже нету еда у него дома кушать, тогда Аллах не выложит на него такой закат. У него нету, как он может отдавать? Поэтому ученые говорят, вот нету у него для заката денег, ничего нету отдавать. Но он же получает закат от других людей. У него же собирался там закат, зерно собрался или деньги собрались. Он с этого уже он должен отдавать закат, говорит. Видите ли, все бедные и богатые, здесь все отдают закат, чтобы почувствовать, что такое закат, что такое отдавать садака. Хоть самый бедный человек, у него что-то собирается. Есть люди, которые никогда садака не делают. Мы бедные, ему в долгах, у нас нету всегда богат. Аллах так обязал, чтобы он тоже почувствовал, что такое закат. И за это тоже очень большая награда. Закат очищает человека от грехов. Тот закат, который большой закат, когда сумма определенная собирается, это тоже очищает от грехов и защищает его имущество от всего балаха. Дунья балахи и ахират балаха. Хассину амуалякум без закат. Наш любимый пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, вы сохраните, защищайте свое имущество, отдавая закат. Когда человек отдает закат, Аллах даст ему баракат в риске. Если он не отдает закат, или же он его украдет, или же банкрот будет, или же хуже всего, Аллах его дунья оставит. Он думает, вау, у меня же и так защищенный банк, надежный, все карманы, в сейфе деньги хорошо держатся. Но Аллах в судный день, самое большое наказание будет в судный день, это будет для него адским наказанием. За каждую копейку он не отдавал закат. У кого овцы, он не отдавал закат, весь овец, который он смотрел, они будут топтать этого человека. Также и верблюды будут топтать, кто закат не. Из-за одного верблюда все верблюды будут топтать. Вот из-за него вот все верблюды. Также любое имущество, если закат не даст, это для него беда. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал, передается хадис от Джарира бин Абдиллах, да будет доволен им Аллах. Рамадану муаллакум байна самаи вал ард, ла юрфау илля бизакат аль-фитр. Месяц Рамадан, она как будто связана, завязана между небом и землей. И она не поднимется. То есть Аллах не примет то, что ты делал в месяц Рамадан, илля бизакат аль-фитр, пока ты не отдашь садака, который Аллах обязал от зерно закату сах. Видите ли, сколько таравиха ты не совершал, сколько благодеяний, Коран читал. Даже просто такие бывают садака, не закат, вот отдавал все закат, все, что ты делал в месяц Рамазан, связано с этим закатом. Как можно забывать это закат отдавать? Все связано, вот мало это, но Аллах сказал, это обязательно. Поэтому ислам есть такой вещь. Обязательный всегда она выше всего. Вот обязательный намаз, утренний намаз, обеденный намаз. Его не заменяет, хоть 1000 ракат суннат сделаешь, его не заменит. Она выше всего. Также вот это закат аль-фитр. Будьте, дорогие братья, внимательны. Не лишайте себя такого блага. Дай Аллах нам все своевременно делать. Аминь, Аллах. Аллах в Коране сказал, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, «Кад афляха ман тазакка, ва закара асма раббихи фасалла». Поистине, Аллах сам говорит, поистине стал счастливым тот, который отдал закат, говорит.
это имеется в виду закат ораза. Вазакарас мураббихи, и вспомнил имя Аллаха и совершал намаз, говорит. То есть Аллах закат упомянул, пока мы не совершим намаз. И Аллах сам твердо сказал, он стал счастливцем, кто закат вовремя отдал. Аллах в Коране в другом аяте говорит: «Фавайлюль лиль мусаллин», горе тем людям, которые совершающие намаз. Ах, как это горе для совершающих намаз? Аллах продолжает говорить: «Алладина хум ан салатихим сахун». Это горе, какое горе? В аду есть яма, отдельная яма тем людям, которые намаз не вовремя делали. «Алладина ан салатихим сахун». Аллах дальше продолжает: тем людям, это ад джаханнам, есть яма для тех людей, которые делают намаз не вовремя. Видите ли? Есть люди, которые намаз, я на работе, домой возвращаюсь, все целиком делаю. Это Аллах не довольствует. Он человек, этот человек по-любому зайдет в ад. Он хоть намаз делает, зайдет в ад. А зайти в ад, это не шутки, дорогие братья. Если он не успеет покаяться, тауба не сделает, слово Аллаха это не шутки. Аллах сказал: хоть ты намаз делаешь, ты попадешь в эту яму. А если человек вообще не делает намаз, это еще хуже и хуже. Пусть упасет нас Аллах. Также все обязанности входит к этому. Кому отдавать закат? Закат отдается факирам, мискинам. Факир, мискин, масалан, человек, ему 20 тысяч нужно, чтобы содержать семью, он получает 15 или получает 10 тысяч. Он называется или факир, или мискин. Также закат отдается кто в долгах. Хоть у него есть машина, есть, хоть дом есть, но у него долги есть. Им тоже можно отдавать закат. Больным людям закат просто так не дается, от того, что он больной. Или он от того, что ятим, сирот, да? Ему не отдается закат. Если он получает деньги от государства, например, сыновья, дети остались, отец умер, он получает 18 или 15, сколько получает, для него же это хватает. А если не получает, тогда закат отдается. Или же даже вот бывает, отец есть живой, он должен обеспечить сына, и он в состоянии обеспечить сына. Но он такой шалтай-болтай, ни о чем не думает, а детей семью бросал, где хочет, как хочет гуляет, им тоже закат можно отдавать. Хоть отец есть. Потому что он свою обязанность не выполняет, а эти дети от голода должны, что ли, умереть. Всегда смотрится на состояние человека. Также отдает закат, кто в долгах. В долгах какой долг? Не автомат, там играл, харам вещи играл он. Поистине хотел что-то заработать, построил что-то, и у него ущерб получился конкретно. Ему можно отдавать закат. Вафи сабилиллах, и также путникам газават, кто совершает, чтобы возвеличить слово Аллаха. Вабини сабиль, также путник, который остановился у нас, и нет у него денег, чтобы добраться до дома. Но это редкие случаи у нас бывают. Вал'амилина алейхи, также закат отдается тем людям, которые работают над закатом, распределением заката. Туда отвозит, сюда отвозит. Это тоже большая работа. Им тоже какая-то часть закат положена. Но эти проблемы решаются. Имам, кто за это берется, вы отдаете закат, он может отнести, довести куда надо. Но все-таки, дорогие братья, я ваше внимание обращаю, чтобы вы сами спросили, вот не трудно же найти, вот знаешь человека и нету у него достаточно имущества, сам своей рукой отдавать садака, это намного лучше, потому что ты когда к ним домой заходишь, их лица видишь, как живут, и это намного больше баракат будет. Во-вторых, есть люди среди близких, имам или кто-то про них не знает, они тоже не жалуются. Аллах похвалил тех людей, которые не жалуются, но однако ты по их состоянию видишь, что они нуждаются. Им закат больше положен, чем всем, которые попрошайничают, потому что они целомудренные мусульмане, терпеливые, понимать их среди твоих близких, как ты, кто может их понимать, в каком они состоянии. Есть люди, которые, люди про них думают, машаллах, хорошо они живут, но они в долгах, но они не привыкли попрошайничать, у кого-то просить.
они терпят, сжимают, как тут. Иногда... Ты же видишь их состояние, иди им помоги. Вот так Аллах нас призывает в первую очередь, когда мы садака делаем, среди близких искать, среди родственников искать. Если не нашел, тогда среди соседей и так дальше. А закат отдавать родителям нельзя. И так ты обязан их содержать. Как ты имеешь, как совесть позволяет закат отдавать. Или же бывает, закат сыну отдавать хотят некоторые. Ну, если у тебя так есть, Аллах дал тебе именно закат, что ли, надо отдавать? Отдавай вот так. Закат сыну. Кого ты обязан содержать, за него, ему закат свою не отдаешь. Жена, дети. За них сам отдаешь, а им ты не имеешь права свой закат им отдавать. Получается, с одного кармана на другой карман поставить. Есть вопросы на эту тему? Кому отдавать закат, можно или нет? Если зимми говорит, есть такой вопрос, если среди мусульман живет, и мусульман под защиту мусульман живет, ну такие нету сейчас, под защиту, чтобы мусульман жили. Нежелательно, кафиру не дается закат, однозначно. А зимми, есть такой вопрос, может, все-таки лучше закат отдавать, кто намаз делает, кто по исламе. Человек и намаз не делает, лучше им как наказание, чтобы они знали ценить ислам. Муж в тюрьме говорит, он, если там среди мусульман есть, где он в тюрьме живет, он оттуда, там же, где он находится, там закат отдает. Да, сам он там же дает. Насчет деньги отдавать. В нашем Шафии мазхаб строго сказали, надо зерно отдавать. Это закат, размер его 2 килограмм, 500, 600, 700. 2 килограмм с половиной зерной. А современные ученые, большие, великие алимы, даже в нашем мазхабе, Шафии мазхаб, они разрешают отдавать закат и считают это лучшим для бедного человека. Из чего? С того хадиса пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, отдайте факирам садака агнухум ани суаль, чтобы они не нуждались попрошайничать. Кого-то попросить на еду, на праздник. Для праздника что-то попросить, не нуждались. Сегодня ты отдашь зерно, он же это зерно не пойдет туда, терман, там муку сделать, там сладость сделать, не успеет. Или же его не посадит там на поле, чтобы воспользоваться, как раньше. Если такое, как сейчас в Сирии, да, вот мы увидели недавно, они так ролик сделали маленький, как таракан, не тараканы, да, саранча. Саранча халал кушать в исламе. Саранча халал кушать. Как они бегают, оптом покупают вот саранча для еды. Вот для них сейчас деньги не нужны, им надо вот зерно отдавать. Они зерно будут готовить еду. Сейчас, где, когда есть такая обстановка будет, что людям нужно зерно отдавать, им это выгодно, зерно отдавать. Дайте им то, что их радует, говорит. Что его факра сейчас сегодня радует? Радует, конечно, деньги отдать, он сразу пойдет купить что-то. По ханафи мазхабу однозначно всегда у них было дозволено отдавать стоимость этого заката. Стоимость заката, если вот сжимать, цена зерно сколько будет, вот так, это 30 рублей, минимальный будет. Вот так округлить 50 рублей будет для малого мужчины. Если человек в состоянии, можно делать улах 100 рублей и 500 рублей. Наш ученый большой великий имам, недавно был у нас Мустафа Буга, радийаллаху, на весь мир известный шафийский имам, он, алим. Он говорил, из того хадиса пророка, алейхиссалату вассалам, вы дайте кута яумикум, что вы на день расходите на себя, сколько расходите для еды, вот столько же отдавайте. Если он на один день, каждый член семьи, если распределит на месяц то, что они тратили, каждому вот уходит 500 рублей, пускай каждый из них 500 рублей закат дает. Если человек тратит, маслан, 10 тысяч, есть такие люди, вот как раз меня спросили сегодня, был разговор, у меня на месяц уходит 10 тысяч, говорит. В семье муж, жена и общий 5 человек с детьми. Если распределить на всех, у них выходит 66 рублей примерно. 66 рублей. Вот. Вот так каждый знает свое состояние, как он кушает. Пускай также кормит других, как
он наслаждается благами Аллаха, пускай он других тоже вот так заставляет наслаждаться. Намерение на сах можно. По телефону тоже можно. Связь, если точно знаешь, он кто. Можно. Деньгами, если отдаешь, уважение, как имам Шафии, говоришь, следуя за имам Абу Ханифа. Деньгами отдаю закат, следуя за имам Абу Ханифа. Все от сунны пророка, алейхиссалату вассалам. Просто ты должен знать то, что ты делаешь, по какой мнению ты это делаешь. А есть такой момент, еще кафараты. Кто ураза вот, вообще не держал. Ну, старики бывают, больные бывают. Есть болезнь, которая навсегда, вот, ему никогда нельзя, не разрешается ураза держать. Он отдает конец месяца за каждый день то же самое вот 50 рублей, если деньгами отдают. А если зерной отдают, следуя за имам Шафии, он имеет право за каждый день 650 грамм. 650 грамм и на 30 раз увеличивает и отдает. Понятно это вопрос? Поэтому деньгам отдать вам легче будет. Если он больной или же кормящая женщина ребенка. Если из-за ребенка открыла, она отпустила ураза, она возмещает ураза и отдает за каждый день вот это 650 грамм. Если округлит, 50 рублей будет за каждый день. За месяц сколько будет? 900 рублей будет. Если по 30 рублей считать, 600 рублей. Это все мелочи. Есть вопрос насчет кафарата. За стариков, за больных. Это еще желательно будет. За родителей. Это садака, самая лучшая садака, как мы сказали, для родителей. А если за них ты обязан садака их отдаешь, это еще больше надо. Это же радует. У отца же не будет, давай 50 рублей, мать, дай 50 рублей. Ну, сами понимаете. Это больше. Ну, здесь что необходимо? Необходимо, чтобы он знал и поручал тебе. Сын, отдай за нас. Также совершеннолетние сыновья бывают. Они должны поручать отца или отец сына поручать. Просто так, я отдал за друга, за отца, за... Нет, не бывает. А за семью, вот секунду, семью, жена, несовершеннолетние дети, за них, у них разрешение просить не надо. Ты и так обязан. А если уже совершеннолетние, вот, чтобы знали, они должны вам поручать. Очень хороший вопрос. Если родители живут в другом селении, закат за них отдавать надо в тот же селении, где они живут. Это обязательно. Закат дается, где они живут. Если с тобой, можно. У тебя вопрос был. За эти дни он просто, когда женщина ураза не держит, когда вот время намаз не делает, просто возмещает. Просто после Рамадана кафарат за него нет. Да, она и так, это не его воля. Также беременная женщина, если из-за себя, вот из-за усталости, если ураза отпустит, она просто возмещает ураза после Рамадана. А если она просто переживает из-за ребенка, может, ему плохо будет, она себя чувствует хорошо, тогда она возмещает ураза и отдает кафарат. Думаю, ясно, иншаллах. Есть вопрос еще насчет это закат, это обязательно. Но это зависит от человека. Есть 14 лет можно посчитать. Девушки еще раньше и могут быть у них вот пойти. Поэтому спросить, мать знает состояние дочерей. Кто разрешение возьмет, по-любому не проиграет. 14, 13, 15, а то, что разрешение брал, вреда нету. А вдруг не взял, это может чуть потерять. Аллахумма салли аля Мухаммад. Насчет кладбища я говорил. Вот большую ночь, кладбище ходить, да? Слышали, вот. Сегодня, если у нас вторник, большая ночь, в среду байрам. Мы не слышали в книгах или хадисах, что есть большой ночь в месяц Рамазан идти к кладбищу. Есть, вот желательно пятница ходить. Каждый пятница ходить к кладбищам есть желательно. Большая ночь в месяц Рамазан, все ночи большие. Все ночи большие. Особенно последние 10 ночей, все большие ночи. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, часто ходил к кладбищам. Не обязательно ходить большой ночью. Нету такой большой ночи. Ты сегодня можешь ходить ночью. Часто можешь ходить ночью. И желательно, пророк, алейхиссалату вассалам, говорил, «Кунту нахайтуку ан зиярат аль-кубур аля фазуруха». Я вас вначале запрещал посещать кладбище,
сейчас вы посещаете кладбище, говорит. Вначале, что люди, вот, идолопоклонение пошло, или поклонение это мертвым пошло, пророк сначала запретил, когда уже люди это поняли, сказал пророк, алейхиссалату вассалам, вы посещаете кладбище, говорит. Поистине, она вам напоминает об ахирате, говорит. Как мы часто нуждаемся, чтобы мы думать об ахирате. Аксиру мин зикри хази мин лаззат. И в другом хадисе пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, побольше вы вспоминайте те вещи, которые ломают ваши наслаждения. Ну вот, привлечение к дунья. Как мы сегодня нуждаемся в этих вещах, которые нас останавливают, чуть-чуть заставляют опомниться. Поэтому ходите к кладбищам чаще, братья. Это имамы говорят, вот да, большую ночь вот, придумали, а то, что люди вообще перестали ходить к кладбищам. Хотя бы вот так месяц Рамазан ходите, ну понятно, что джума не ходите. Ну, сказать из религии именно вот этот день надо сунна является ходить к кладбищам, такой нету, братья. Вот, ты не успел этот ночь ходить, уже опоздал, наш имам нам заранее не сказал, когда будет день Ораза, такой нету, братья. Аллахи нету. Поэтому сегодня джума, посещайте, в свободное время есть сколько хочешь. Дорогие братья, есть люди, как будто на свадьбу идут на это кладбище. Женами такие украшенные, такие вульгарные, такими запахами. Аллахи, им дома сидеть намного лучше. И они награду не получают в кладбищах. Они получают наказание. И греха получают. Своей женой хочешь кладбище идти, дочерями. Когда весь кладбище полный мужиками. Когда люди хотят об ахирате думать, ты туда тоже суешь свою семью. Вот, посмотрите, здесь тоже не думайте об ахирате. Здесь есть красивые девушки, можно наслаждаться еще. Там хоть дай людям. Представьте, мечеть сюда заходит женщина. Ну дайте здесь спокойно. Поэтому ходи с женой, ночью ходи. Пророк, алейхиссалам, ночами тоже ходил. Чаще ходил. Запрет для женщин нету могилам ходить. Потому что женщины больше нуждаются, даже чем некоторые мужчины, ходить к кладбищам, чтобы их ломать, вот эти их не здесь, вот постоянно там полный должен быть холодильный шкаф, полный должен быть у них. Чтобы они об ахирате думали, надо их с собой взять к кладбищам, как ты их берешь в парку или гулять куда-то. Валлахи, важно это. Берите с собой жены в кладбище. Пускай вот слезы потечут, поймут, что это дунья, ничего не остается. И за это дунья всегда мужа тоже не надо. Да, иншаллах. Напоследок скажу вам, великие имамы, алимы на этот вопрос в книгах достаточно есть достоверные хадисы. Просто сейчас я наизусть прямо не могу сказать. Если надо, есть хадисы, ученые алимы сказали, есть польза от Корана, баракат есть. Баракат тоже есть, и награда доходит до него. Элементарный такой простой вопрос. Можно совершить хадж за кого-то? Можно же. Любое благое деяние, которое есть исключение, например, намаз не можешь делать за кого-то. А как хадж, садака или читать Коран, это достоверное мнение, алиму это доходит до мертвого человека. Это как награда. Вот детей, от того, что они молятся, намаз делают, дома читают Коран, это он же причина, что они родились, он же причина, что они читают Коран. От них идет награда. Хоть он к кладбищу не ходил, дома читает Коран. Просто для себя, хоть он читает Коран, и отцу идет награда. А когда он намерение делает для отца, я читаю этот Коран, или же он нанял кого-то, кто идет читать Коран, за деньги нанял, он читает за него, за отца награда. Как то же самое нанимает хадж совершить. Тоже можно. Если у тебя не получается, ты можешь нанимать человека, который там рядом читал Коран. Есть на это тоже доказательства хадисы. А читать Коран за деньги можно? Есть на это тоже достоверный хабар. Сподвижники пророка, алейхиссалату вассалам, когда один человек болел, но он не мусульманин был даже. Он не мусульманин был. Он не угостил мусульман в селении. Когда их главного человека яд, змея укусил, змея когда укусила, они не знали, как лечить этого человека. Потом они захотели обращаться к этим людям, которые они выгнали, то есть мусульмане, которые были там в сафари. Они пошли к ним, попросили, у нас такой человек заболел от яда, есть ли у вас какое-то лечение, которое у нас нету, мы не знаем. Они сказали, да, есть, говорит.
Только мы вас не будем лечить, говорит, пока вы нам не дадите награду за это. Хорошо, и они договорились, там несколько овцов конкретно мы полечим. И пошли этому человеку, неверящему человеку, который не верит Аллаху, прочитали Алхам. Суратуль Фатиха прочитали. Это достоверно, любому могу доказать. И он, как будто ничего не было, он устал, говорит. Они получили за чтение Алхама, и благодать Алхам, баракат Алхам, он выздоровился, взяли овцы и пришли к Медину пророку, алейхиссалату вассалам. Но они испугались трогать эти барашки, пока не спросят. Они же не спросили. То, что они сделали, они от себя вот так подумали, думали хорошо и сделали. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал им: откуда вы знали, что Алхам читать, это есть для него польза, говорит. Они сказали: о посланник Аллаха, как мы знаем, Алхам настолько великая сура в Коране. Мы надеялись, благодать его, наверное, он получит. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: вы правильно сделали, сказал. Видите, вы правильно сделали, и мне тоже дайте, говорит, долю из этих барашек. Говорит, кто вас научил это Алхам, говорит. И они поделили, говорит, пророком, алейхиссалату вассалам. Если такому человеку выздоровел человек, который больного человека, и он неверующий человек, как Алхам может не помочь тем людям или чтению Коран умерли в исламе? Есть еще другие хадисы, дорогие братья. И Алими, Ибн Хаджар, имам Навави, великие имамы об этом рассказали. Просто много поднимать этот вопрос, иншаллах, хорошо будет. Один неделю я конкретно доводами, чтобы они успокоились. Давиду. Аминь, Аллах. И ваза тоже долго бывает. В основном, я думаю, все сказал. Последняя неделя, дорогие братья, последний хадис маленький, это важно настолько, я скажу. Как пророк, алейхиссалату вассалам, прощался месяцем Рамадан. Передается от хадиса Джабир бин Абдиллах, да будет доволен Аллах, ан-Ансари, ради Аллаху. Дахальту аля Расулиллах, я зашел к пророку, алейхиссалату вассалам, фи ахири джумуати мин шахри Рамадан, в последней неделе из месяца Рамадан. Фаламма басура би каля, когда пророк меня увидел, он сказал, говорит: я Джабир, о Джабир, хада ахири джумуати мин шахри Рамадан, это последняя неделя из месяца Рамадан. Фаваддиаху, ты попрощайся, говорит. Представьте, пророк нам это говорит сейчас. Ты попрощайся, о Джабир, говорит. Как попрощаться? Вакуль, и скажи, говорит: Аллахумма, о Аллах, ла таджальху ахир аль-ахди мин сиямина. Не сделай так, чтобы для нас в месяц Рамазан, чтобы это был последний пост. Фа ин джаальтаху, о Аллах, вдруг если сделаешь этот Рамазан для меня последний пост, хаджальни мархуман, о Аллах, сделай меня из тех рабов, которые ты их помиловал в месяц Рамазан, из-за честь Рамазана. Валя таджальни махруман, о Аллах, не сделай меня из числа тех людей, которые лишены в месяц Рамазан. Это самый большой грех, как мы в хадисе сказали, да будет далек от Аллаха, далек от милости Аллаха, кому постигла месяц Рамазан, и Аллах его грехи не прощал. Это самая большая беда. Для нас самая большая беда в месяц Рамазан своими грехами покинуть этот мир. Фаиннаху, пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: вот кто скажет вот два слова, которые это не трудно. О Аллах, если для меня этот Рамазан, последний Рамазан, который я буду держать роза, ты прости мои грехи. Сделай, кого ты помиловал. А если валя таджальни, как сказал, Аллахумма салли аля Мухаммад, или не сделай меня лишенным. Если кто так скажет, он получит одну из лучших наград, говорит. Имма бибулуги шахр Рамадан, он же попросил, или же он доживет до следующего Рамадана, он же уже переживает до следующего Рамадана. Каждый мусульманин, он должен попросить уже до следующего Рамадана. Это тоже ему большая награда, он получил наилучших наград, что ему получилось дожить до следующего Рамадана. Ва имма, а если он не доживет до следующего Рамадана, Аллах его простит и помилует, говорит. Поэтому я прошу Аллаха в первую очередь довести нас всех, кто здесь участвует, кто нас слышит, до следующего Рамадана, получить одну из самых лучших наград. И если нам не суждено дожить до следующего Рамадана, пусть Аллах нас помилует и прощает, несмотря на наши большие грехи. Аллахи, мы слабые раби Аллаха. Мы ошибаемся, мы много обещаем Аллаху, опять мы
опять падаем в грехи. Эй Аллах, мне и вам крепкого имана и здоровья детей, и крепкого имана семьи и вокруг нашего окружения. Последней ночи пророк, алейхиссалату вассалам, который сказал, он настолько переживал из-за нас. Аллахи, настолько он нас призывал, пока приближается месяц Рамадан. О, рабы Аллаха, о мусульмане, приближается месяц Рамадан. Будьте готовы. Потом, когда уже наш месяц наступил, он говорит, приближается последний 10 ночи Рамадан. Будьте готовы, он просит нас. Потом он говорит, когда еще видит, что мы слабые, о, рабы Аллаха, приближается день Лайлатул Кадр, который лучше, чем 1000 месяцев. Не забывайте, держите себя в руках, покажите покорность Аллаху, покайтесь. И он сказал, Лайлатул Кадр находится в последние 10 ночей. Он не смог сказать конкретно какой ночь. Ему это не было разрешено. Но он сказал, ищите его в нечетных числах. Поэтому, дорогие братья, еще нечетные числа осталось у нас 27 и 29 ночь. Пророк, алейхиссалату вассалам, еще сказал, последний сказал, кто оживит ночь Байрама. Вот если завтра Байрам, таравих нету таравих уже. Все еще расслабились, таравих нету. Но однако пророк говорит, кто оживит эту ночь, хоть дома один, его не умрет сердце, когда у людей сердце умирает. То есть иман у него крепкий останется. Аиша говорит, я Расулаллах, если наступит такой день, вот Лайлатул Кадр, я признак увижу, что это ночь Лайлатул Кадр, что мне делать? Она спрашивает, она знает, как делать дуа. Но настолько эта ночь велика, поэтому она спрашивает, что делать, советуется пророком. Он же лучше всех знает. Он же самый лучший, который боится Аллаха. Он же лучший пророк, алейхиссалату вассалам. Он знает такой ночь, когда 1000 ночей, 1000 месяцев, она равняется, что просит Аллах. Коротко, ясно. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, о Айша, скажи, Аллахумма иннака афун, о Аллах, ты прощающий, тухиббул афва, и ты любишь прощать, фаафу анни, прости меня, я карим, о Аллах, ты щедрый Аллах. Это каждый мусульманин может делать. Поэтому не лишайте себя этого награда. Каждую ночь, вдруг это Лайлатул Кадр, мы же не знаем. У нас такой крепкий иман нет, чтобы заметить, точно это. Каждую ночь эти ночи, которые остались, говорите это дуа, хоть 3 раза минимальный. О Аллах, ты любишь прощать, ты прощающий, прости наши грехи. Я Аллах, мы просим у тебя прощения. О Аллах, прости нас всех и очищай наши грехи, и доведи нас до следующего Рамадана. Амин, амин, амин. Вальхамдулиллахи раббил аламин. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب